улыбки хмурый день светлее, от улыбки в небе радуга проснется. Как никогда в этот день будет актуальной данная фраза из всем известной нам песни. 2 октября – Международный день улыбки. Поэтому начинаем новый день с этого несложного занятия. Дарим улыбки окружающим и поднимаем себе настроение. Улыбайтесь чаще, особенно в этот день, и жизнь обязательно ответит вам взаимностью. Также в международном календаре сегодня день социолога-педагога, также день рождения электронной почты отмечается сегодня. Ну а в России день профессионально-технического образования. Вот такой праздничной будет пятница 2 октября. Ну а что нам скажут синоптики, узнаем далее. Прогноз погоды на канале НВК Саха. Сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила -3, -10 градусов. Днем ожидается +5, +1, в Заречье -4, +2 градуса, днем +4, +5 градусов, +3, +4 градуса. В западных Улусах -1, -5 утром, днем +3, +5 градусов. В Колыме-Дигирских Улусах -3, +3 утром, днем ожидается +2, местами +8. В Янских Улусах -3, -5 утром, днем -1, +2 градуса. В северо-западных Улусах -3, -1. Якутске составило -4 градуса. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Днем ожидается +4, +6 градусов. 26 сентября прошел второй онлайн-формате, но все же объединил 200 участников, школьников и педагогов разных школ Якутска. Для ребят выступили спикеры из разных регионов страны: Башкирия, Челябинская область, Санкт-Петербург и Москва. Все без надоевших молодежи запугиваний о вреде психоактивных веществ. В интересной интерактивной форме с ребятами обсудили, как происходит действие явления конформизма в приобщении детей к употреблению психоактивных веществ и как этого не допустить. Так, перед ребятами выступил клинический психолог Олег Моисеев с помощью техники «Живая метафора», спикер Дамир Нигматянов, работающий с топ-менеджерами и коллективами таких компаний, как «Газпромнефть», «Роснефть» и прочее. Отзывы о слете очень восторженные, несмотря на онлайн-формат. А также с октября в городе Якутске запускается конкурс на лучший добровольческий отряд по профилактике употребления психоактивных веществ среди школьников, а также всероссийский конкурс «Здоровая Россия. Общее дело». Завтра, 3 октября, Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Мы все должны понимать суть и важность этого дня, помогать друг другу, поддерживать своих близких, друзей, тех, кто столкнулся с данной проблемой. Мало кто знает, но в Якутске вот уже более 10 лет существует сообщество анонимных алкоголиков. Подробнее далее. Содружество анонимных алкоголиков – это всемирное движение. В Якутске оно ведет свою работу уже более 10 лет. Мы делимся с друг другом вот этим опытом выздоровления. Да, это вот одна из основных составляющих выздоровления. Вообще мы рассказываем, как мы справляемся с теми или иными ситуациями жизненными, вот, сложными. Есть такой момент в том, что, так скажем, зависимый алкоголик поймет другого зависимого алкоголика. То, о чем мы не можем говорить, да, там, например, с своими близкими людьми. Потому что человек, у которого нет проблем, да, вот, зависимости, алкоголизма, он не поймет, да, там, о наших внутренних переживаниях, почему мы ведем себя так или иначе. Да. Иван начал злоупотреблять курением и алкоголем еще в школе. Так продолжалось около 20 лет. За это время он несколько раз оказывался между жизнью и смертью. Осознавая, что сам с этой проблемой справиться не сможет, он обратился в сообщество. Сегодня Иван уже более 4 лет ведет трезвый образ жизни.
Я научился проводить праздники без алкоголя, да, там, веселиться со своими детьми, да, там, 1 января там, ездить на горках, кататься. Ну, то есть, знаете, вот, получать кайф от трезвой жизни. Вот я из этого выбрался, я это получил бесплатно, причем анонимно. Вот, и я это сейчас передаю другим, вот эту свою трезвость. Алкоголизм – это болезнь. И если в семье болен один, страдают его близкие и все окружающие. Отношения с самыми родными, детьми. Алкоголь разрушил и у Сары. На протяжении 38 лет бутылка разрушала и душевное состояние женщины. Я просто не видела выхода из этого. Сама я бросить не могла пить, потому что не то, что там силы воли нету. Я не видела просто смысла жить дальше. Как бы дети выросли, да, внуки как бы сами там, да, но живут там, дети их воспитывают. Я как бы свободна, и я не одинока, да, я вдова, и поэтому я как-то смысла жизни не видела. Самое тяжелое для меня было мое душевное состояние, потому что мне было стыдно, мне было очень тяжело с этим. Опять вести двойную жизнь, на людях одно, наедине там другая. И поэтому вот это вот мы алкоголики, мы же носим 1000 масок. И вот эта вот лживость, вот это, она очень-очень разъедает душу. А я не понимала, как жить в трезвости, потому что, ну, я не знала, как быть трезвой в жизни. Я боялась проблем, я постоянно от них убегала. В работе групп используется программа «12 шагов АА». Сама программа полностью изложена в книге «Анонимные алкоголики», написанной в 1938-1939 годах участниками групп для других участников и тиражируемой в традиционно синей обложке. А единственное условие для членства – желание бросить пить. И хочется, чтобы люди, которые посмотрят эфир, да, там, ну, задали себе вопрос, да, и честно мне ответили, есть ли у меня проблемы, да, с этим алкоголем. Скажу, чтобы люди не боялись, да, там, как предпринимали новые шаги и верили в то, что, ну, есть эта помощь. Вот. Главное это обратиться. Работаю, у меня все проблемы разрешились, с детьми у меня налажен контакт, что я очень довольна. Мы познакомимся сегодня с Леонидом Слепцовым. Он у нас в гостях. Это диспетчер, осуществляющий непосредственное управление воздушным движением. Вот так и называется ваша должность, да? Интересно. Леонид, расскажите нам, как вы выбрали свой профессиональный путь, да? Почему именно авиация? Также мы знаем, что ваш отец, он работает в авиации, да, связан, да. И наверняка вы пошли по его стопам. Да, так и есть. Это, наверное, все было Наверное, это все было с детства. Потому что, когда я был маленький, мы жили в городе Верхоянск. Это такой маленький город за полярным кругом. Вот. Мой отец там работал диспетчером, и я очень много свободного времени проводил в аэропорту и непосредственно на вышке. Вот, и то есть я с самого детства видел, как работает диспетчер, как приходят пилоты с полетными заданиями, как работают техники, метео, перевозки. Вот, и это все оттуда маленькими шажками все пошло, кроме одного момента, когда я был подростком и говорил, что авиация это не мое. Но, слава богу, мама меня уговорила, поставила. Заметил, что спецпредметы даются мне очень легко, такие как аэронавигация, летно-технические характеристики. Вот. Потому что, да, я в своей стезе. Вот мы как раз видим фотографии, да? А не хотелось стать там летчиком, как-то, не знаю, летать? Почему именно авиадиспетчером? Вы знаете, нет, как-то особо не хотелось никогда пилотом быть. Может, потому что я такой более привязанный к семье, к дому. Вот. Иногда возникает такое чувство, что да, вот. Задача авиадиспетчера – это обеспечение безопасности. Также мы выдаем огромный массив информации для самолетов, такие как для этого как бы мы и существуем. Вот. А какие-то трудности случаются и приятные моменты? Трудности, ну, как таковыми трудностями я не встречался в своей практике, но разве что когда вот самый первый день, когда я пришел на стажировку, и я, ну, может, это все упиралось в опыт, да, недостаток опыта. Хорошо помните первый день? Да, замечательно помню. Было сложно, там надо было учитывать, кто сколько запускается, кто сколько рулит по площади маневрирования. Вот это... Ну, сначала, да, это было сложно, сейчас это все происходит как-то на автомате, может быть. Вот. Но единственная сложность у нас, как бы, ни для кого не секрет, что это, конечно, погода. То, что летом у нас дым, зимой главная такая проблема. Начинается ваш рабочий день, во сколько он начинается, с чего? Ну, наша работа поделена на смены. Есть утренняя смена, дневная и ночная.
Вот если мы говорим о утренней смене, то я приезжаю где-то в 7:40, в 7:45 на работу, прохожу предсменный медицинский контроль, там у нас меряют пульс, так, визуально нас осматривают, ну, чтобы выспался, там, не был там какой-то хмурый, там, хорошо отдохнувший, свежий, в семье все хорошо, чтобы было, давление меряют. Вот. Психологический настрой тоже очень Да, важен. да, да, конечно. Вот. Потом мы проходим на инструктаж. На инструктаже нам уже рассказывают метеоинформацию, информацию о работе технических средств, также рассказывают погоду по аэродромам, которые могут быть выбраны запасными. Вот. Ну, в общем, весь массив информации, который нам необходим в течение рабочей смены, все его нам рассказывают, объясняют, сколько будет полетов, иногда говорят, какие будут полеты, есть ли подконтрольные, литерные. Это... Вот, возможно, да, не знаю, следить, наблюдать. Кто-то должен сесть, кто-то взлететь. Информацию, тут же дать команду на отворот, на снижение, на набор высоты. Если надо, то даже задаем конкретные значения скоростей, чтобы один самолет не догонял другой. Да, ну, как я говорил уже, это трудности уже не представляет, ну, уже все происходит так. Но никогда не жалели о выборе своей профессии? Нет, никогда. Ни разу? Да, у меня даже, знаете, бывает, вот когда в отпуск ухожу, где-то недели через 2 я уже начинаю думать, когда же уже обратно на работу-то? Поскорее бы. Да, надеюсь, это никогда не изменится, и я всю жизнь буду так относиться к своей работе. Но мы знаем, что вы занимаетесь еще спортом, да? Это как-то вот, возможно, должно пригодиться в работе? Или... Вы знаете, на самом деле в работе это не сильно пригодится, да? Физкультура, да, пригодится, потому что физкультура — это здоровье, а спорт — это все-таки, ну, к здоровью не очень хорошо относится. Но я занимаюсь пауэрлифтингом, вот, уже несколько лет, люблю этот спорт всей душой, даже там где-то выигрывал, где-то там в призы попадал, вот, и я очень сильно пропагандирую этот спорт. И вот я 2 года подряд организовывал соревнования по жиму лежа среди работников аэронавигации республики. Вот. Но ребятам очень нравилось, ну не только ребята, как бы и взрослые люди, и женщины, и девушки у нас участвовали. Вот. С призами, с кубками, с медалями, все как настоящие соревнования. Я приглашал судей из своих коллег по железу, да, так сказать. Вот. Леонид, ну в этом году отмечается юбилей авиации, 95 лет. У вас есть возможность поздравить своих коллег. Пожалуйста. Да, я хочу поздравить не только всех своих коллег, авиаторов, но и всех жителей нашей республики, потому что я считаю, что авиация, не побоюсь этого слова, играет ключевую роль в жизни нашего региона, учитывая огромные территории и труднодоступные районы. Вот, поэтому я поздравляю всех жителей и гостей нашей столицы с юбилеем авиации Якутии и хочу вам пожелать здоровья, счастья и чистого неба. Леонид, спасибо вам огромное, удачи, успехов вам в работе. Спасибо за то, что пришли к нам в студию. Спасибо большое. А мы напоминаем, что до 1 ноября в историческом парке «Россия. Моя история» продолжается выставка «Память поколений». С самых первых дней войны Александр Дейнеко стал летописцем страшных событий. Его картины – это картины-символы, картины-образы. В них личностное восприятие и очень обобщенные смыслы. Его работы «Сгоревшая деревня» и «В оккупации» передают общую атмосферу человеческого горя. Они выглядят одновременно очень личностными и очень обобщенными. По статистике, за время войны в Советском Союзе были разрушены 1700 городов и 70 тысяч сел и деревень. В руинах лежали 32 тысячи индустриальных объектов. Были разорены 100 тысяч колхозов и совхозов. Суммарный ущерб составил примерно треть национального богатства страны – свыше 2,5 триллионов рублей. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. На наш WhatsApp номер пришло сообщение, не могу не прочитать его. Доброе утро проживающих в селе Соскылах сестренку Августину Васильевну, племянниц Радмилу Ариановну, Надежду Илларионовну с предстоящим праздником Днем Учителя. Поздравляют, хотим пожелать много счастья, здоровья, пусть с уважением, теплом и любовью всегда к вам относятся ученики, будут любые задачи легки.
Казаковы из города Якутска. Мы присоединяемся к поздравлениям. Ну а если вы любите произведения Сергея Есенина и хотели бы поделиться любимыми стихами с другими ценителями его творчества, то следующая информация будет для вас очень интересна. 3 октября приглашаются желающие к участию в проекте «Есенинские чтения». И с нами сейчас по скайпу на прямой связи Анисия Данилова, менеджер студии по развитию коммуникативных навыков «Волкуду». Анисия также является организатором данного конкурса. Анисия, доброе утро. Доброе утро, Катя. Анисия, Анисия, расскажите нам, что за проект, впервые ли он проводится и на кому он будет интересен в первую очередь? Ну, студия по развитию коммуникативных навыков «Волкуду» совместно с Национальной библиотекой проходит в рамках Всероссийской Есенинской недели День громких чтений на стихи Есенина «Есенинские чтения». На нашем мероприятии примут участие любители творчества Есенина. Возраст у нас участников разный. Например, самому младшему участнику 9 лет, а также есть онлайн-участники. Пользуясь случаем, мы хотим поблагодарить администрацию и сотрудников Национальной библиотеки за очередную поддержку в реализации проекта. Наш первый совместный проект, конкурс чтецов под названием «Фестиваль одного стиха», состоялся в мае в честь 75-летия празднования Великой Победы. И мы надеемся, что этот проект также пройдет успешно. Это у нас уже второй проект. Так, ну, дорогие зрители, любители поэзии, мы приглашаем вас. А для тех, кто на самоизоляции, вы можете посмотреть прямую трансляцию мероприятия на страницах Instagram Волкуду и Национальной библиотеки. Просим присоединиться 3 октября в 11 часов. Ну, уже кто-то успел записаться, есть желающие? Становится больше в городе, в республике? Конечно, да, становится больше, потому что в первом проекте было таким мероприятием. Но мы знаем, что есенинские чтения будут проходить также в онлайн-формате, да? Где именно конкретно? Так, у нас мероприятие произойдет, это сквер 57, это за Национальной библиотекой. Так, и сразу же те, которые видеозаписи отправляют чтецы, и мы это все будем выкладывать на страницах Инстаграма Волкуду. То есть нужно заранее, да, записать себя и отправить, да? Да, можете заранее записать или можете в день записать, да, ну, как у вас получается, потому что после мероприятия мы уже все материалы выложим на страницах Инстаграма Волкуду. А как будут оцениваться работы, кем они будут оцениваться и будут ли вознаграждения какие-то? Ну, это у нас просто громкие чтения, люди, чтецы, они будут, это не конкурс, во-первых, во-вторых, тут просто мы выдадим сертификаты, потому что, так, ну, это как правильно сказать, но это громкие чтения просто, да, это люди выражают свою эмоции, они активно слушают это, да, поэтому у нас мы решили в этот присоединиться к участию. Отличной вам работы, Анисия, спасибо еще раз. Далее наш эфир продолжат коллеги из якутского блока. И успеваю зачитать последнее сообщение. Поздравляют Лену Вячеславовну с Днем Учителя. Всех благ, Люция Петровна из города Покровск. Ну а этом я с вами прощаюсь. Увидимся в понедельник. Здравствуйте, дамы и господа!